Он напечатал прощальное сообщение, но так и не отправил его. Вместо этого он закрыл приложение и пошел на работу. Спустя месяцы успех пришел к нему в ответ. Некоторые сообщения не нужно отправлять, их нужно пережить. В тот вечер он сидел в парке у озера, размышляя о том, как изменилось его восприятие жизни. Теперь он стоит на сцене, держит награду и улыбается, понимая, что важнее всего — это результат, который можно было достигнуть без лишних слов. Он начал писать книгу о своем пути, желая поделиться уроками, которые он усвоил. Обложка книги с названием «Сообщения, которые стоит пережить» лежит на столе, символизируя его преображение и новую жизнь. Теперь он наслаждается моментами, проведенными с друзьями, и смеется, понимая, что жизнь нужно проживать сполна. На стене кафе висит его фотография, где он вдохновляет других своей историей, напоминая всем, что не всякое сообщение должно быть отправлено, некоторые из них просто необходимо жить. Он находит время для медитации у реки на рассвете, погружаясь в размышления о своих прошлых выборах и красоте настоящего момента. Открытый дневник на его коленях содержит записи о его мыслях и мечтах, отражая его стремление к личностному росту и саморефлексии.